С вами радио Крым Реалии, это дневное шоу, у микрофона Катерина Некречия, и со мной уже в студии здесь оказался внезапно Павел Казарин. Привет, Паш. Здравствуй, Катя, здравствуйте, дорогие друзья. Журналист из Крыма, обозреватель Крым Реалии, и мы с тобой обсудим несколько важных тем этой недели. Можно говорить о многом часами, это понятное дело, тем более, что вот этот эфир у нас в пятницу, и за неделю много чего случилось, но мы постараемся ограничиться вот этими вот тремя важными темами. И тут я уже обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете поучаствовать в этом эфире наравне с нами, наравне со мной и вот наравне с Павлом Казариным. Для этого достаточно лишь взять свой телефон и позвонить по номеру абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните к нам, задавайте вопросы, участвуйте в этой дискуссии. Также я, конечно, буду одним глазом посматривать в YouTube-трансляцию, что вы там пишете, но не обещаю увидеть все. Поэтому, если что-то важно, то приходите в этот эфир по телефону. Еще раз напомню, 8 800 10 06 926. Первая тема для обсуждения, которая важная, понятное дело, но про Крым там вроде как ничего и не было, или было, сейчас обсудим. Это Давос, Всемирный экономический форум. Там в этом году собрал около 3000 человек, приглашенных из 117 стран. Там были руководители 53 стран и правительства, и среди них был президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, этот форум был юбилейным, уже 50 лет, как съезжаются в Давос мировые лидеры и политики и прочее. Но вот наиболее обсуждаемыми там стали выступления Дональда Трампа, президента США, и экоактивистки Греты Тунберг. Но о них мы не будем говорить сейчас в этом эфире. Мы поговорим о том, с чем приехал на этот форум Владимир Зеленский, президент Украины, и можем послушать такой вот небольшой фрагмент из его выступления. Чи достатньо українцям загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. І це є правда. І це лише один із прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу, на жаль, вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає саме сьогодення. Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки. Стоит отметить, что если посмотреть видеокадры этого выступления, то людей в зале было крайне мало, да, то есть пришли послушать президента Украины немного людей, но у него были еще встречи, какие-то встречи, да, много разных встреч. Что ты скажешь относительно этой речи, относительно, вот, в принципе, впервые Владимир Зеленский в качестве президента и вообще, наверное, в Давосе принимал участие. Как была представлена Украина, по твоему мнению? Я, честно говоря, никакой особенной зрады в этом заявлении не разглядел. Равно как я и не разглядел особенной зрады и ужаса в том, что в зале было мало людей, потому что давайте на чистоту. Давос — это в первую очередь история про такой вот себе экономический президиум мира, финансовый, рыночный и так далее. Это история в первую очередь про деньги. Про те самые деньги, которые любят тишину, про те самые деньги, которые рождают деньги. Это не Генассамблея ООН, это не конференция по оккупированным территориям. И понятно в этом смысле, что удельный вес Украины, он равен удельному весу Украины, и мы его обнаружим в любом экономическом справочнике. Открываем, смотрим, находим украинское место по уровню развития экономики, по уровню масштаба экономики, и, соответственно, понимаем уровень интереса к нашей стране со стороны международных партнеров. Поэтому говорить о том, что ой, ужас, было мало людей, нет, было ровно столько людей, на число которых мы могли бы, которое было релевантным. Вот мы, собственно, на это количество заинтересованных лиц и можем рассчитывать, потому что мы не Южная Корея, потому что мы не Сингапур, потому что мы не Литва, потому что мы не Польша и так далее, и так далее, и так далее. Да, мы большой потенциально рынок, но, знаете, быть чем-то потенциально и быть чем-то реально, это все-таки две большие разницы. Поэтому тут ничего удивительного не было. На форуме, который посвящен деньгам, любое политическое заявление, оно, знаете, это вот как история про текст. Кать, расскажи историю про текст. Вы пишете тексты. Я говорю их. Вот мне иногда приглашают
читать лекции о том, как написать текст. И я все время вначале говорю одну простую вещь. Вот, понимаете, некоторые тексты прекрасны вне зависимости от того, кто их написал. Точнее, некоторые тексты прекрасны вне зависимости от того, что внутри этого текста. Ну, то есть, вот если завтра, Билли Айлиш напишет текст, то вне зависимости от того, какой это текст будет, ему обеспечены миллионы прочтений, сотни тысяч репостов и так далее. Точно так же с Илоном Маском. Вот им нет необходимости думать, о чем они напишут, потому что любой их текст прекрасен априори. Потому что их уже знают, потому что их уже любят, они уже популярны. Потому что всем интересно, что скажет Илон Маск, всем интересно, что всем бумерам интересно, что скажет Илон Маск, всем зумерам интересно, что скажет Билли Айлиш. Точно так же в мире экономики есть, я не знаю, если это выступление там Безоса, то на него придут все. А если это выступление человека, который занимает лидирующий пост в стране, которая, по уровню развития экономики, может быть, где-нибудь в лучшем случае в середине, наверное, и отношение, и интерес будет соответствующий. Тут важно сказать, что в своем спиче Владимир Зеленский также призывал международных инвесторов приходить в Украину, говорил о том, что экономика стабилизировалась, инвесторы, приходите, было также много этого, но мы, конечно же, Крым держим в эпицентре нашего внимания. Вот журналистка «Радио Свободы» была там в Давосе, и была у нее возможность обратиться к Владимиру Зеленскому с вопросом, а будет ли встреча с Владимиром Путиным, президентом соседней России. В тот момент шли разговоры и как-то говорили о том, что, возможно, эта встреча состоится в Израиле, куда Зеленский отправился сразу после Давоса. Вот давайте послушаем, что Владимир Зеленский ответил. Є питання про обмін наших полонених і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість, обговоримо це. Тут надо сказать, да, что дальше случилось. Дальше была поездка Владимира Зеленского, было выступление Владимира Путина там в Израиле, да, и тут история такая, что они вроде как не встретились, и на самом деле представитель, например, президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов Украины и России не состоялась в Израиле, в частности, потому что Владимира Зеленского не было на Всемирном форуме памяти Холокоста, и, в общем-то, они уже не оставались, а российская сторона не оставалась после. То есть Владимир Зеленский приехал после, у него там были свои встречи на официальном уровне. Но получается, что вопрос крымских татар, которые находятся в заключении на территории соседней России, он, во всяком случае, нам об этом ничего не сказали, не был как бы обсужден. Поэтому что можешь сказать ты относительно этих разговоров? Потому что в том числе Меджлис крымско-татарского народа поднимает эту тему. Правозащитники говорят о том, что есть еще украинские политзаключенные, очень много крымских мусульман там находится, крымских татар, но в списке по обмену они пока не попадали. Сейчас все-таки закончим про Давос. Зрада, которая там прозвучала, ладно уж, это было то, что Владимир Зеленский пытался играть в исключительное правило игры, когда он обещал там инвесторам: приходите, каждому дам инвестиционную няню, если привезете много денег, которая будет за вами ходить и вас от всего оберегать. Если уж на то пошло, то инвесторы по всему миру, они любят либо обещания честных, справедливых правил игры для всех, а подобные обещания, когда вы обещаете кому-то личную горничную, которая будет решать ваши проблемы с силовиками, они возможны только в диктатурах. То есть, когда есть какой-нибудь диктатор, у которого срок жизни лет 20, еще как минимум, который довольно устойчив и так далее, то да, вы можете завести к себе какую-нибудь глобальную транснациональную компанию, пообещав ей эксклюзивное правило игры и так далее. А если все-таки это история про гибридную демократию, где через 4 года президент перестает занимать свой пост, с большой долей вероятности, то истории про личных опекунов, они не работают, потому что в горизонте 4 года никто не будет по нерыночным правилам вкладываться в какую-то экономику второго или третьего мира. По поводу встреч с Владимиром Путиным, да, мы понимаем, что у Владимира Зеленского есть это понимание вернуть
или вести переговоры об обмене украинских политзаключенных, тех людей, которые удержатся на территории, оккупированных боевиками на Донбассе. И вот он всячески любой ценой пытается эту тему продвигать. Но что характерно, Владимир Путин, который приехал в Израиль рассказывать о, соответственно, вкладе Советского Союза в борьбу с антисемитизмом, победу над нацистской Германией, он сам себя при этом сегодня ведет как торговец людьми. То есть, с одной стороны, с Зеленским он торгует судьбами украинских политзаключенных для того, чтобы выбивать из Зеленского политические уступки, а при этом, как мы помним, с самим Израилем он точно так же торгует судьбами евреев, потому что незадолго до того, как в Израиле случилась вот эта вот международная конференция, международное мероприятие, посвященное там, освобождению Аушвица, в России была арестована гражданка Израиля. В транзитной зоне аэропорта в ее багаже нашли наркотики. И несмотря на то, что при этом она таможенную границу России не пересекала, ее осудили на 7 с лишним лет лишения свободы. И отпустили только после того, точнее разговор о том, что она отправится на свободу, стал только после того, как Израиль передал российской стороне подворье, православное подворье на территории Иерусалима. То есть, что это как не торговля людьми, что это как не обмен человеческих судеб на какие-то политические или имущественные уступки. И в этом смысле Владимир Путин, наверное, даже не понимает, насколько двусмысленно он выглядит. Он, по сути, занимается работорговлей. Он обменивает людей, взятых в заложники, в Израиле, граждан Украины, граждан Украины, крымских татар на политические уступки. И, конечно, очень забавно, что со стороны это все рельефно выглядит, а сам король ездит голый по улицам и не понимает, почему граждане улыбаются. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии у нас Павел Казарин, журналист из Крыма и обозреватель Крым Реалий. У нас есть звоночек в этот эфир. Вы в эфире, пожалуйста, представьтесь, коль можете, откуда вы звоните, какой ваш вопрос или комментарий. Алло. Да, вы в эфире. Я живу в Евпатории, сам уроженец Винницкой области, с 86 года в Крыму. 8-10 раз пересекал границу при Украине и еще сначала при России, и теперь это уже получился запрет. У меня отец похоронен там, мать живет здесь, живая. И внуки, дети, короче, ездить надо и туда, и сюда, родина. Вот хотелось бы, чтобы нас 30-40% крымчан оставили украинские документы, украинские номера, с надеждой, чтобы ездить на Украину. Россия нас выпускает на русских номерах, примерно переезжаем мы границу. Если бы нам разрешили там, сделали какой-то пункт, давали нам, у меня есть лично и украинский техпаспорт, украинские номера, но некоторым давали какие-то временные номера, чтобы человек мог поехать. Тот же самый Херсон, тот же самый Винницу, отдохнуть или там на поминальный день. Как только вот подходит день поминального дня, у всех людей вот проблема, вот знаете, а каждый мог бы поехать. Если бы такое пошло в старство на уступки Украины, это просто было бы счастье для всех. А если у вас есть номера украинские и техпаспорт, почему вы не можете, пройдя российскую границу, админграницу в этой вот условной зоне, там же есть промежуток, да? На нейтральной полосе задают вопрос, а почему вы меняете номера, а почему вы то, может СБУ там пригласить, может вас там дергать 3 часа. Если а кто этот вопрос задает вам? Понимаете? Кто такие вопросы вам задает? Как то? Ну, на границе. Ну, вы прошли одну. Пограничники Вы прошли... некоторые сдали уже номера. Ну, например, они могли получить обратно техпаспорт на Украине, вот, в Каланчаке. Могли получить там техпаспорт другой и другие номера. Пускай они лежат на границе, там на таможне. Мы готовы платить там 1000 гривен за сохранение этих номеров. Мы подъехали, номера сдали. И русские тоже другой раз там, как вы едете, давайте покажите наши украинские номера. Ну, бывает, знаете как, вот так.
Спасибо вам за звоночек. Мы, безусловно, адресуем, мы обсуждаем, если вы нас слушаете постоянно, а если нет, то начните это делать, потому что мы периодически приглашаем сюда и ответственных за это, и представительство президента Украины. Я думаю, что если вы ездите, вы видели, что за последние полгода есть изменения в том, как выглядит админграница, да, но в том числе вот ваш такой вопрос и запрос мы, безусловно, адресуем тем украинским чиновникам, которые отвечают за это их зона деятельности. Продолжайте слушать нас на 648 АМ. Это средние волны. Спасибо вам огромное за звоночек. И у нас Паша Казарин в студии. И если ты не против, мы можем перейти ко второй очень-очень важной теме, которая длится вот уже несколько недель. Мы все знаем, что президент России Владимир Путин, он, в общем-то, объявил об изменениях в Конституции. Вот он подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина. В Доме правительства России прошло первое заседание нового кабинета. И, в общем-то, выступая на нем, Путин назвал его состав сбалансированным и отметил, что в нем остался ряд министров из прежнего кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров. И вот главными задачами нового кабинета Путин назвал реализацию национальных проектов и повышение уровня жизни. И тут, мне кажется, важно послушать, что люди говорят, в том числе вот наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» провели в Москве опрос, и там задавали такой вопрос людям: чего вы ждете от нового правительства, и вот какие ответы. Абсолютно ничего. Шило на мыло. Шило на мыло, это раз. Одни и те же люди, просто ротация. Стабильная зарплата в некоторых отраслях. По-моему, у нас часто что-то меняют, и не часто что-то серьезно меняется. Есть, конечно, какие-то положительные сдвиги. Ничего не жду. Я жду, что они задумаются о будущем нашей молодежи в первую очередь и обеспечат для них социальные лифты. И не должна быть школа сферой услуг. Это не услуги, это наше будущее. И медицина не должна быть сферой услуг. Поднимут экономику, и социальные сферы будут улучшены. Я жду, чтобы пенсии увеличили. Конечно, ждем положительные изменения. Я думаю, что прежде всего в информационных технологиях. Информационные технологии должны быть во всех областях внедрены, мы и так отстаем. От нового российского правительства я жду в первую очередь исполнения обязательств по строительству социальной инфраструктуры. В Подмосковье очень большая проблема с дольщиками. Соответственно, первое, что скидывают, это социалку. И, к сожалению, в первую очередь страдают такие важные объекты, как пожарное депо, как станция скорой помощи. Их выкидывают из проекта как неликвидные, потому что прибыли со строительства этих объектов никто не получает. Опроса из Крыма у нас пока нет, но уже можно сказать, что в Крыму ожидают назначения куратора из Москвы после вот этой смены правительства. И по сообщению российских СМИ им станет новый вице-премьер России Марат Хуснуллин, который до этого работал замом мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. И тут у меня вопрос к Павлу Казарину. А что же изменится для крымчан, и изменится ли что-то вообще для крымчан в связи с такой вот реструктуризацией? Если говорить про какой-то большой федеральный уровень, то я, если честно, очень сложно сейчас как-то наверняка говорить о том, что для крымчан что-то изменится. Ну, послушайте, зачем вообще вся эта история была создана? Владимир Путин, у которого истекает уже 4-й срок, 2 потом регенства Дмитрия Медведева, потом еще 2 президентских срока, он по большому счету начинает транзит власти. Об этом уже не говорил только ленивый. А в рамках этого транзита власти он делает несколько важных вещей. Во-первых, он создает новую структуру, новый центр влияния, новый центр арбитража. То есть вот раньше весь арбитраж, даже неофициальный, между финансово-промышленными группами, между олигархами из окружения, между разными группами силовиков, они смыкались на президента. То есть был президент, был арбитраж послабее Государственная Дума, ключевая финальная точка была за президентом. Вот, условно говоря, как он распорядится, кому какое месторождение, кто какую сферу курирует, кто за что отвечает. Так и будет. Если Владимир Путин, точнее не если, а когда Владимир Путин покинет президентский пост, это будет 2023 год, 2022, 2024. Ты писал колонку «После Путина будет Путин». Да, я прочитала заголовок и думаю, зачем мне подробности? Не обязательно вчитываться в цифры. Да, то есть, условно говоря, когда закончится его 4-й срок, Владимиру Путину меньше всего нужно, чтобы ему на смену пришел какой-то новый Путин.
чтобы кто-то унаследовал президентское место с тем же объемом полномочий, которые были у него самого. Поэтому, с одной стороны, он ослабляет президентскую должность, забирает у нее часть функций, перераспределяет на уровень Государственной Думы, перераспределяет на уровень Государственного Совета, который он планирует возглавить, и так далее, и так далее. И создает новый центр арбитража под названием Государственный Совет, вписывает его в Конституцию и прописывает там конституционные полномочия. Потому что он собирается уйти, судя по всему, на должность главы именно Государственного Совета, и поэтому он часть функций перераспределяет в пользу вот этого нового конституционного органа, который создает. Поэтому все эти телодвижения, они не столько про повышение эффективности экономического или ситуативного социального управления внутри Российской Федерации. Они про сохранение системы баланса сдержек и противовесов для того, чтобы вся архитектура власти, вся система режима, выстроенная Путиным за последние 20 лет, продолжила существовать и после того, как он перестанет быть формально президентом Российской Федерации и уйдет на должность главы Госсовета. Поэтому в первую очередь мы должны как бы в этом видеть корень всех изменений. И это понятно, что вот для этой цели и для этой задачи решаются, собственно, вся эта катавасия и затеяна. И затеяна она заранее специально для того, чтобы ни для кого внезапный транзит за полгода до выборов президента не стал неожиданностью и так далее. То есть он еще за 3 года до часа X определяет, ребята, вот будет вот так. Чтобы вы понимали, и чтобы вы изначально понимали, как будет выглядеть вся эта архитектура, которую я вам тут 20 лет выстраивал. В связи с этим, разумеется, как бывает, условно говоря, было 3 склада, стало 4 склада. Вот перераспределяется логистика, властная логистика внутри этой архитектуры. Те люди, которые курировали Крым, они могут уйти. Крым может перейти из окормления одной финансово-промышленной группы в вотчину другой и так далее, и так далее, и так далее. Будет ли это связано каким-то образом с переменой такого вот бытийного характера жизни на территории полуострова? Не знаю, кто-то боится, что человек, который активно Москву застраивал, может точно так же начать активно лоббировать свои строительные интересы на территории полуострова. И, соответственно, многие заповедные зоны, соответственно, будут окружены 9-этажками. Такое опасение есть. Насколько оно оправдано будет, черт его знает, мы сможем понять только вот со временем. Тут в комментариях под YouTube-трансляцией Дмитрий Лапин пишет, что Путин много раз говорил, что никогда не станет менять Конституцию под себя, и вот он ее меняет. Опять обманул, задается вопросом этот человек. Опять обманул, да. Долго держался, на самом деле. 20 лет держался практически, а вот тут вот решил внести правки в Конституцию, и в этом смысле, наверное, правы те, кто говорит, что это конституционный переворот или антиконституционный переворот. Тут, кстати, тоже вопрос, каким термином это все называть. Но да, Владимир Путин собственно, 20 лет пытался держать себя в руках, но вот сейчас таким вот блицкригом под себя Конституцию переписал. А может это как-то повлиять, новый куратор по Крыму, может ли он как-то повлиять или больше влиять, не знаю, больше контролировать интересы той российской крымской власти, которая установилась ныне, я имею в виду Сергея Аксенова как руководителя, Владимира Константинова, то есть и во Владимире Константинове есть много расследований, в том числе и у Сергея Аксенова, что там у Константинова строительная фирма, у Аксенова доходы у семьи, у его родных и близких очень неплохие, да, и тут тоже многие задаются вопросом, нет ли коррупции в верхушках крымской власти. Все это может быть. На самом деле, судьба любого регионального чиновника, Россия живет, по таким определенным чиновно-номенклатурным понятиям, по неформальной весовой категории. То есть должность, которую ты занимаешь формально, абсолютно не означает, что твой условный вес будет равен этой должности. То есть 2 министра, которые сидят вместе на заседании Кабмина, один из них может быть, условно говоря, Сергей Шойгу, который входит в такое кремлевское политбюро, а другой это, министр образования и культуры Мединский, который лишил своей должности. И который ни в какое политбюро, ни в первую, ни во вторую, ни в третью лигу российской власти не входит. Точно так же мы помним, как в свое время Юрий Михайлович Лужков,
который считал себя абсолютным исполином российской политики, абсолютно не чита ни Сергею Аксенову, ни Владимиру Константинову, они по сравнению с ним мох. Понимаете, мох на политическом дереве, да, то есть он человек, который вот России после Гавриила Попова, российской столицы, там, с 93-го года, да, вот он там руководит уже 20 лет, и он там был самым популярным политиком и занимался внешней политикой, и чуть не баллотировался на президентский пост, и так далее, и так далее, и так далее. И тут у него личный конфликт подчинения с Дмитрием Медведевым. Дмитрий Медведев, ну кто это такой? Ну юрист там из питерской команды, потом работал там в каких-то юридических структурах, потом его назначили при Владимире Путине такой Санчо Пансой, да, который вот, соответственно, за Дон Кихотом там носит его копье и так далее, и так далее. И Юрий Михайлович Лужков. Абсолютная величина, я не знаю. И этот конфликт закончился тем, что Юрий Михайлович покинул свою должность. Поэтому это пример того, что любой региональный политик, если он в какой-то момент, у него начинается головокружение от успехов, и он начинает думать себя, мыслить в категории неприкасаемых, и начинает артачиться и лезть на рожон на политика федерального уровня, пусть даже считает, что он выше по этой неформальной шкале, нежели они, в какой-то момент может лишиться своей должности. Поэтому эта судьба в какой-то момент может постичь и Сергея Аксенова, если он просто потеряет ощущение реальности. А может, не потеряет, и тогда продлит свою каденцию еще на какое-то количество времени. В России только один неприкасаемый региональный чиновник, и это Рамзан Кадыров. Но попытки Сергея Аксенова стать Рамзаном Кадыровым упираются в простой факт. Он не Рамзан Кадыров. Точка. Вот такие вот оценки от Павла Казарина. У нас есть еще одна интересная, важная тема, которая стала уже нашумевшей на полуострове, и к ней мы перейдем через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Комментариев много по трансляции на YouTube. Я не успеваю реально за всеми проследить, поэтому у вас есть еще время. 8 800 10 06 926. Дозванивайтесь в эфир и принимайте в нем участие. Мы не успеваем прочесть все комментарии, поэтому пришлите нам еще десяток. Это точно, потому что там дискуссия уже просто куда только не повернулась. Смотри, еще одна тема интересная. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров анонсировал проведение 2 мая акции ненасильственного сопротивления «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства. В ходе этой акции активисты намерены попасть в аннексированный Крым через административную границу. Надо сказать, что Рифат Чубаров еще в декабре прошлого года точно об этом говорил, не была тогда известна дата. Ну вот на самом деле интересно, что в подробности детали акции в Меджлисе раскроют ближе к этому событию, но и в Крыму нужно сказать, что реакция на этот анонс достаточно серьезный. Там уже и блоги записали, и сейчас мы скажем вам, что там Аксенов сказал, что Наталья Поклонская, например, сказала. Но для начала послушаем Рифата Чубарова. Мы сейчас в очень тесном взаимодействии, но детали мы никакие не раскрываем, пока у нас определенные этапы подготовки не будут проведены. Все консультации проводятся, они пока не носят публичный характер. Там истерия, полная истерия, пока то, что отслеживают наши аналитики по открытым социальным сетям. Реакция такая, что это невозможно, границы на замке и все тому подобное. А вот, собственно, что сказал лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. Он также проанонсировал, что будет принимать участие в этой акции 2 мая и заявил, что готов идти в первых рядах такого шествия. Рассматриваем несколько вариантов. Поэтому, я думаю, вперед мы пошлем тех, кого не жалко. А не жалко, наверное, тех, кому уже больше 73 лет. Почему больше 73? 73 года у нас прожиточный мир на Украине. Они прожили свое. Но, думаю, впереди они должны быть. Безопасность никто не гарантирует, потому что мы в бандитском государстве. Тузаки для крымских татар дело привычное, поэтому нас не напугаешь.
Уже удаленно, скажем так, обменялись разными комментариями вот члены Меджлиса и, например, Сергей Аксенов, российский глава Крыма, который назвал провокацией такой марш и сказал, что участников данного мероприятия ждет жесткий отпор. И вот его цитата из Фейсбука: «Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации». А вот экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская заявила, что участники марша до Крыма не дойдут. И, в общем-то, там даже пообещали крымским татарам автозаки. Мустафа Джемилев на это отреагировал, что это не новое, скажем так, дело привычное, точнее, он так вот сказал, ответил Поклонской. На это все. И тут у меня вопрос к Павлу Казарину, который в нашей студии. Что вот ты увидел это в новостях, ты услышал эти заявления, что такое марш достоинства и что это за марш, как ты к этому относишься, если можешь поделиться, да, и что это означает? Потому что, с одной стороны, Рифат Чубаров говорит, что это будет ненасильственная акция, но мы готовы прорываться. Я не знаю, Катя, я сразу скажу, потому что, я не причастен к обсуждению, я, как и все, читаю о нем только из новостей. Но пока это выглядит как большая самоотверженная акция, задача которого это привлечь внимание к теме Крыма и напомнить, собственно, всему миру, может быть, даже ценой чего-то комфорта и чьей-то свободы, о том, что есть коренной народ у полуострова, что сам полуостров оккупирован и аннексирован, и о том, что скидывать его, выводить его за скобки международной повестки, это противоречит всем тем принципам, на которые стоит современный мир. В каком виде в конечном счете эта акция будет проходить, мне сложно сказать, потому что, повторюсь, я не имею отношения к организаторам. У меня точно так же не меньше вопросов, как у тебя, у меня много вопросов к тому, что мы увидим в итоге. Но я понимаю, что сегодня, когда тема полуострова фактически ушла из украинских медиа, ушла из международной повестки, и они практически только по остаточному принципу вспоминают тот же Владимир Зеленский и его окружение, я понимаю, что крымские татары, которые всегда были субъектами в отношении крымской политики, вот они снова решают проявить эту самую субъектность и заставить Киев и Банкову вспомнить о том, что война началась не на Донбассе, а что война началась с Крыма, и что война будет продолжаться до тех пор, пока над полуостровом реют российские флаги. У нас есть звоночек от слушателя. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, если можете, и откуда вы нам звоните. Далее и ваш вопрос и комментарий. Слушаем вас. Мое почтение, господа. Я крымчанин, русский крымчанин. Хочу напомнить вам, 14-й год, февраль, 23-й, 25-й, 26-й, когда этот так называемый Чубаров выводил тысячи татар на улицы, выдвигал постоянно все более новые и новые требования, вплоть до захвата Верховного парламента республики. Чем это кончилось для Украины, помните? Так вот, хочу предостеречь. Не исключено, что вот попытка, очередная попытка этого националиста Чубарова организовать очередную провокацию на границе с Россией. Как бы она ни кончилась объявлением большой войны между Россией и Украиной. Вы об этом бы подумали, господа. Я отмечу, что здесь нет представителей Меджлиса, да, здесь я, Катя Некреча, Павел Казарин, мы вот обсуждаем новости. Во-первых, я сразу хочу успокоить нашего слушателя, не объявит Россия Украине войну, если бы могла, попыталась бы сделать это еще в 2014-м, но страшно. Поэтому никакой войны не будет. Во-вторых, такой вот официальный, вообще, на самом деле, в современном мире войны не артикулируются как войны где-то начиная с конца 70-х годов. Даже Фолклендская война между
между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова, она не была артикулирована как война, хотя там на самом деле топили корабли, атомные подводные лодки топили корабли. Так вот, по поводу того, что вот человек вспоминает события февраля 2014 года, я хочу сказать, меньше читайте большевистских газет, и на самом деле это пример того, как практически по-оруэлловски перемалывается история. Российское вторжение в Крым произошло бы вне зависимости от того, выводили бы крымско-татарский меджлис акции протеста или нет, потому что вторжение в Крым произошло в 20-х числах февраля, а акции протеста на крымских улицах произошли 24-25 февраля. И вы знаете, если меня хотите убедить, что Владимир Путин посмотрел на акции протеста 25 февраля и снял трубку, позвонил не знаю, министру обороны и сказал, давай завтра вторгаться в Крым, то это ерунда. Такие акции готовятся загодя, за несколько недель, за несколько месяцев. И поэтому, на самом деле, Крым был обречен на вторжение вне зависимости от того, как развивались события непосредственно, в 20-х числах февраля. Не обманывайте самих себя. А по поводу того, чего хотели крымские татары, я прекрасно помню. Они говорили о том, что, во-первых, нужно квотирование в Верховной Раде для того, чтобы коренной народ там имел свое представительство и так далее, и так далее. Не было там никакого криминала, и пытаться увязать акции протеста под Верховной Радой после бегства Виктора Януковича с тем, что, мол, Россия пришла защищать крымчан. Нет, мои дорогие друзья, все было совершенно иначе. И более того, я как раз убежден, что российское вторжение в Крым, оно начало планироваться еще в конце 2013 года. Просто Россия ждала времени для того, чтобы дать отмашку на проведение военной части операции. Сочла необходимым провести это в 20 числа февраля и провела. А что там в этот момент происходило, я не знаю, на территории полуострова, это она вам потом рассказала для того, чтобы себя оправдать. Спасибо вам за ваши звоночки. У вас есть еще возможность к нам дозвониться в эфир 8 800 10 06 926. В нашей студии Павел Казарин и обозреватель Крымреалии, блогер, кто-то, Паш, тебя так называет. И много публикаций от Павла есть на сайте Крымреалии, который вы можете прочитать. Аудио можно даже послушать в нашем эфире. Но тут я бы хотела... То есть, видишь, есть реакция на вот этот марш, анонсированный меджлисом крымско-татарского народа. Действительно непонятно, и как говорил Рифат Чубаров, как это будет, они еще не раскрывают просто, что и как будет, но, тем не менее, реакция в Крыму есть и от Аксенова, как я цитировала ранее, и от Натальи Поклонской. Есть также реакция на местном телеканале, как бы в таком формате блога, что ли, там, где вот эта ведущая размышляет, на эту тему. Вот давайте послушаем. И снова очередные бредовые попытки то ли припугнуть, то ли напомнить о себе, то ли показать свой не совсем здоровый рассудок. Экс-депутат Верховной Рады Рифат Чубаров заявил о предстоящем походе на полуостров активистов Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, запрещенной в России за экстремизм организации. А название-то какое придумал громкое – «Марш достоинства». Одновременно провозглашая акцию мирной, не исключил силовой сценарий развития событий. Это как? Мы к вам с миром, но не обещаем. Итак, вот мы послушали. Там, конечно, блог, этот блог, наверное, не знаю просто, как это назвать, это не сюжет точно, попытка блога, наверное. Вот так вот, да. То есть это, конечно, зашло в крымские новости. Послушайте, тут ничего удивительного нет. Современная крымская российская власть, она обречена быть антикрымско-татарской. Она обречена страдать татарофобией. И что бы ни утверждали на официальном уровне люди, как бы они ни провозглашали там крымско-татарский язык одним из 3 государств на территории Республики Крым, его на самом деле будет выдавливать в гетто. Гетто будут становиться все уже. Украинский язык тоже будет выдавливать в гетто. Эти гетто будут становиться все меньше для того, чтобы это все было пространством одного единственного языка, российского языка. Для того, чтобы весь Крым был пространством одной единственной интерпретации истории, российской интерпретации истории. Вся эта татарофобия абсолютно естественно и закономерно, потому что в современной Российской Федерации есть главная духовная скрепа, есть главная гражданская религия под названием Великая Отечественная война. Вот в рамках этого описания Великой Отечественной войны
оно абсолютно религиозное. Есть свой пантеон мучеников, есть свой перечень архангелов, есть свой перечень демонов и дьяволов. И в рамках любого религиозного сознания, любое религиозное описание, оно всегда сводится к тому, что это сражение абсолютного добра с абсолютным злом. И как это связано с крымскими татарами? Да очень просто, потому что если применять этот религиозный взгляд на крымскую историю, то получается, что 9 мая 1944 года абсолютное добро освободило от абсолютного зла территорию Крымского полуострова, а потом через 9 дней, 18 мая 1944 года, само совершило злодеяние, отправив целый народ в депортацию. Но ведь добро же в рамках религиозной картины мира не может совершать зло, поэтому в рамках советской историографии было сказано, что добро 18 мая 1944 года совершила не злодеяние, она совершила акт милосердия, отправив крымско-татарский народ в депортацию для того, чтобы, вот, соответственно, он избавить его от большего наказания за коллаборационизм. Но, ребята, когда вы говорите о том, что крымские татары были там коллаборационистами и так далее, вы хоть статистику посмотрите, потому что на европейской, на оккупированной части Советского Союза уровень коллаборационизма среди этнических русских был абсолютно не меньше, чем уровень коллаборационизма среди этнических крымских татар. Поэтому, когда вы говорите о том, что депортация, наказание за коллаборационизм, это выявляет вас человека, который просто историю собственного народа и собственной страны не знает. Но когда-то брошенная вот эта вот история, что депортация, мол, наказание за коллаборационизм, она дала в свои всходы, люди 60 или 70 или 80, там, 75 лет прожили с этим вирусом в головах, и теперь отказываются признавать базовые вещи. Например, о том, почему крымские татары считают Крым своей родиной, и почему они считают, что у них, как у коренного народа, есть особенные права и особенная ответственность за эту землю. Ну, также здесь нужно сказать, отметить, что есть в Крыму действующий канал «Милет». Кто-то называет это альтернативой телеканалу АТР. Мы, кстати, сегодня в наших эфирах говорили о тех проблемах, которые у канала АТР есть на материковой части Украины. А вот коллег, кто-то их может назвать, кто-то нет, были встречи, даже такие видео, в общем, разные сюжеты, материалы, там, где журналисты, там, ведущие лица этого канала «Милет» говорят о том, что вот, там все врут, в Киеве у нас все хорошо, и такая точка зрения, конечно же, в медиа тоже присутствует. Свои квислинги, свои коллаборационисты, свои, условно говоря, свои, там, я не знаю, свои маленькие латентные предатели, которые решили обменять достоинство на колбасу, они всегда есть. Поэтому, что тут удивительного? Скажем так, когда есть какие-то обыски, судебные дела, заседания и прочие преследования, да, то об этом на этом телеканале, например, не упоминают. Еще бы. Есть еще комментарий, вот у нас, Паша, с тобой соглашаются, пишет аккаунт Краймен, что я тоже думаю, что аннексия Крыма планировалась еще с начала Майдана в Киеве с ноября-декабря 2013 года. Слишком все четко было сделано, а референдум, конечно, это было лишь прикрытие. Но тут есть возможность порассуждать для нас с вами. Это все уже на дворе 2020 год, но рассуждения об этом, они есть как в комментариях, так и наяву, в разговорах людей. И это очень важно. Много разных мнений, много разных воспоминаний, что уж точно, мне кажется, объединяет многих и многих крымчан. Вот как минимум моих коллег и друзей, со многими из которых я познакомилась уже здесь, в Киеве, так это то, что ситуация развивалась слишком быстро, и осознать, что это все происходит на самом деле, да, это было непросто, скажем так, да, хотя, с другой стороны, часть людей может сказать, что все к этому и шло, это было понятно действительно с первых появлений, первых зеленых человечков на территории полуострова. Спасибо тебе, Паш, за то, что пришел к нам в эфир. Мы обсудили, конечно, больше, чем 3 темы. Ты уж прости, но, как видишь, запрос на обсуждение этих тем у аудитории есть. Я напомню нашим слушателям, что радио Крым Реалии – это ваш лучший друг. Вы можете проводить с ним столько времени, сколько захотите. И это сделать можно на 648 АМ. А это средние волны и покрывает наше радиосвещание практически всю территорию Крыма. Добиваем мы до гор, поэтому это хорошая возможность слушать нас и в городе, и в селе,
жилье, и в автомобиле, и дома, на кухне. В общем-то, возможностей очень много. Поэтому 648 АМ запомните сами и передайте друзьям. Также в наши прямые эфиры вы можете дозвониться по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. С понедельника по пятницу мы в прямом эфире. Утром с 9:00 по крымскому времени, днем с 14:00 и вечером с 19:00 по крымскому времени. Также ресурс Крым Реалии для вас доступен в виде веб-сайта, и мы есть во всех соцсетях, которые можно только себе представить. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе, потому что крымчане имеют право знать. С вами была Катя Некреча и вся команда «Радио Крым Реалии». До встречи!